Усім прывітанне яшчэ раз, а мы працягваем наш эфірны дзень сумеснага праекта Еўрарадыё і прамова, як звычайна абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Працягнем наш сённяшні дзень размовай з выбітнай спартсменкай, чэмпіёнка свету і Еўропы, сябра каардынацыйнай рады. Можна працягваць і працягваць яшчэ, у мяне там было перапісана ўсё, але коротко. Надея Остапчук. Добрый день, спадарня Надея. Приветствую всех. Добрый. Рады вас бачыць, рады вас чуць, асабліва на фоне тых навінаў, якія час ад часу з'яўляюцца, што ці той спартсмен не вытрымаў там пераследу, ціску і гэтак далей, там ці нейкі трэнер і з'ехаў з краіны. Я так разумею, што вы да гэтага часу знаходзіцеся ў Беларусі. Што вас трымае? Ну, я, во-первых, не хочу никуда уезжать. Я действительно люблю родину. Единственный вариант, если я уеду отсюда, это будет какой-то контракт рабочий. А так я хочу быть дома, я хочу оставаться дома. Я хочу быть полезной здесь. Ну, ведаеце, мне і філосаф Владимир Мацкевич казаў, што я хочу заставацца дома. Ну, ўсё ж таки заставацца дома за кратамі, ну, неяк вот мало пользы прынясеш краіны, мне як падаецца. Я не спрабую там вас накруціць, але вы такую магчымасць ўсё ж таки пролічваеце? Ну, наверное, я еще не представляю такую угрозу для нынешнего режима, чтобы меня задерживать и сажать. Зато я приношу хорошую пользу, я даю конструктивную критику, которую они могут использовать у себя. Поэтому, может быть, пока поэтому я и на свободе. Потому что я как бы не люблю того, что нагнетать, знаете, обстановку, там, ну, как красиво там прикрашивать там выражения. Я все-таки уже, наверное, взрослый человек стал головой в первую очередь. И мне нравится действительно объективно подходить к каким-то проблемам и объективно их оценивать. Дарэчы, пра аб'ектыўную крытыку. Некаторыя мае суразмоўцы, ну і так вот пачытаеш выказванне людзей, яны сцвярджаюць, што сёння, наколькі б яна не была аб'ектыўнай, але ніякая крытыка уладзе не патрэбная і ёй не ўспрымаецца. Дакладней, яна ўспрымаецца найперш як нелаяльнасць, потым гэта як бы так тлумачыцца ці перакручваецца, што раз ты нелаяльны, значыць ты вораг і гэтак далей, і далей пайшло па накатанай. Тая ж самая сітуацыя з Крысцінай Ціманоўскай. Вось з чаго ўсё пачалося? Ну, калі я правільна ўсё зразумеў, проста з крытыкі, якую яна агучыла, сітуацыю, у якую яна потрапіла, спартовую сітуацыю. Правільна? Да, в принципе, с этого все началось. Ну, как бы и все просто легло действительно, ситуация легла в такое напряженное время, что именно тупость принятых решений дальнейших, да, привели к этой ситуации, когда случился международный скандал. То есть там целая такая цепочка, там не скажу, что там прям только из одной критики она пострадала. Там, если бы там тоже те же помойные каналы не начали ее поливать, потому что, как я понял, из общения основной триггер был это именно угрозы, исходящие отсюда, из Минска, не от того, что там тренер там пришел. Тренер пришел ее отправлять домой уже после того, когда ему команду дали. Так бы он бы к ней бы даже не ходил бы. Это здесь все началось, здесь вот это... И хочу действительно, наверное, обозначить проблему, что самая проблема не в том, что уже там власти там нужно там преследовать кого-то, а что они настолько дали волю этим людям, которые раньше ничего не могли сделать, да, и вот они сейчас каждый свои амбиции решает. Какой-то там чинушек или там какой-то с погонами небольшими, ему надо выслужиться, и что они делают? Хватает всех подряд, кого только можно. Поэтому я не думаю, что там прямо вот сидят вот в администрации и говорят, вот там Тимановскую, там срочно верните там домой. Нет. Это все сначала раздуло БТ, каналы эти все. После этого уже информация попала
я думаю, уже выше, и уже после этого там как преподнесли, типа, что она предатель Родины, и, соответственно, было принято такое решение, типа, возвращать ее. Если бы спокойно на это отреагировали, разобрали ситуацию, то вообще ничего, этой ситуации никакой не было. Вось менавіта пра гэта я і казаў, што звычайная аб'ектыўная крытыка, якая тычылася вузкай галіны, будь то спорт, будь то я не ведаю там машынабудаванне ці там журналістыка ці яшчэ што-небудзь. Але любое вось такое крытычнае выказванне, асабліва калі чалавек як вы, які ўжо заявіў пра сваю пазіцыю непрыняцця таго, што адбываецца ў пэўнай сітуацыі ў краіне, тут жа падхопліваецца, вось як вы сказалі, памойнымі каналамі, раздуваецца, потым іх падхопліваюць гэтыя выказванні гэтых каналаў, тое ж самае БТ, розныя там азаронкі. А далей кажу, Да-да-да. думаю, там же ж по цэлому БТ вот так вот сказали, что вораг, ну, да прыкладу, Остапчук ці Константин Яковлев, трэба іх, значыцца, неяк ўзяць к нагцю. І вось атрымліваецца сітуацыя, што любая крытыка, вот як вы кажаце, аб'ектыўная крытыка, я ж нічога не кажу, толькі аб'ектыўная крытыка, яна можа прывесці да такой сітуацыі і прыводзіць. К сожалению, да, я говорю, просто развязали руки людям тем, которым это нельзя было давать. Ну, просто каждый решает свои амбиции, свои, там, кто-то на квартиру, кто-то на новую должность, кто-то еще на что-то. Ну, каждый ищет себе какую-то жертву, эту жертву потом пускает под нож, преподнося врагом народа. Ну, вот вся, как бы, недалеко ушли от средневековых времен, когда там, помните, как там с ведьмами охотились? Главное было найти, кого обвинить, а потом на костер и публично жечь, крича, что ведьма, ведьма. Вот, собственно, это продолжается только в таком современном формате. І вот вы сказали про тое, што ад вас гучыць аб'ектыўная крытыка, якой там вот наверсе, ну, да прыкладу, у міністэрстве спорта могуць скарыстацца і выпраўляць нейкія хібы. А вот як вам падаецца, ўсё ж таки, ну, я так разумею, што чытаюць яны тое, што вы пішаце у тым жа самым Фейсбуку ў сябе. Але ці рэагуюць? Вот ці бачыце вы, што вот пасля вашай крытыкі праз пэўны час раз і нешта змянілася ў лепшы бок? Ну, вы знаете, мне рассказывали, да, мне поступало сообщение о том, что, да, доходит даже до Лукашенко мои там некоторые выражения, и даже некоторые мои тезисы, собственно, он даже использовал там, в своих этих обращениях к Ковальчуку или там к спортивным чиновникам. Я думаю, да, слушают. Самое главное, чтобы слушали. А как они будут его это дальше использовать, возможно, где-то что-то и пойдет в хорошее русло. Поэтому, ну, будем надеяться, как говорится, на лучшее. Все-таки год народного единства нам обещает объединить нас всех скоро, поэтому посмотрим. Ага. Ну, я так вот чамусьці падазраю, што вот калі ўсіх незгодных і нелаяльных альбо пасадзяць, альбо выціснуць за мяжу, застануцца толькі лаяльныя, вот скажуць, ну вот оно, наше адзінства, мы ж тут все. Ну, нас в тюрьме всех объединят, да, народное единство соединят, да, конечно. Ну, шутка на самом деле. Да, сумная, на жаль. Надзея, я б хацеў звярнуцца да алімпійскіх, так бы мовіць, тэмаў, ну, увогуле, да спартовых, алімпійскія гульні там з самых апошніх такіх топавых спартовых навінаў, і зараз не пра Цімановскую, а ўвогуле. Ці маглі вы прадказаць, што вынік удзелу нашай зборнай беларускай у алімпіядзе будзе вось менавіта то есть што маем тое, што маем па сёння, і як вам тлумачэнні вынікаў гэтага ад спадара Ковальчука? Похвастаюсь, я угадала точное количество медалей. Единственное, я не угадала по людям. Как бы я на этих молодых, которых получилось, я не знала их хорошо, поэтому да, количество угадала. Что касается обсуждения вот этого интервью Ковальчука, его рассуждения, в принципе, вы знаете, он даже как бы сказал то, что есть на самом деле. Получилось, как получилось. Вот это действительно та правда, которую он сказал, и она на самом деле так оно и есть. В данной ситуации, при всех сложившихся и ковид, и ограничения, и перелеты, переезды, сборы,
эти вот давление ненужное, деление на письма, там, по письмам, там, ты за нас или там против нас. Вот это противостояние нока там с моком, что мы там никого не трогаем, но при этом мы увольняем. Это по-любому отложилось. Отложилось, и на самом деле резерва, я даже соглашусь с Ковальчуком, резерв был на Олимпиаде еще в 3 медали, наверное, ну, в 2-3 там медали. Но сейчас завоевали те же там 2-3 медали люди, на которых не рассчитывали. Поэтому цифра 7, она получилась такой, ну, объективно взвешенной. Поэтому я скажу так, что это не провал. Мы просто, на самом деле, просто команда не готова была. Команда была не готова бы завоевать больше. Поэтому завоевали ровно то количество, на которое смогли. Которое смогли завоевать. Всё. Поэтому я думаю, это, наверное, самая такой адекватная оценка. Ну, а увогуле атмасфера, як вам падаецца, якая зараз у сувязі з гэтым годам адзінства, які падзяліў спартсменаў на вот падпісантаў альбо, ну так умоўна, падпісантаў аднаго ці іншага ліста, вот атмасфера ў камандзе, наколькі яна ўплывае? Если вы посмотрели это интервью, да, там вот даже Ковальчук, он сказал, давайте без политики, да, когда его Марков там начинал. И тут он, давайте без политики. А потом все равно вопросы пытался притянуть, политику притянуть в вопросы, наводящими вопросами, заложенными заранее ответами. Вытаскивал, что а вот это тоже повлияло, а вот это типа, а вот эти вот, типа якобы нас пытались там, типа там отнять флаг, там и так далее. Короче, вот эти вот все лишние вмешательства, ну, из прессы, там, информационном поле, там, это пропаганда, это все с администрацией, я думаю, что все это письмо, как говорят, Качанова придумала противодействие, оно действительно разделило людей, потому что те люди, ну, понятно, что люди, ни один человек не захочет, даже подписант Лукашенко письмо за режим, как его называют, на самом деле неизвестно за что, точнее, известно за питание, они тоже все понимают, что насилие, потому что в нашем письме там просто банально насилие, там, если бы, наверное, убрали бы пункт о проведении новых выборов, да, так там бы, наверное, все расписались бы, потому что единственный пункт, который всех пугал, это проведение новых честных выборов. Поэтому в этом была вся проблема. Поэтому вот такие вещи, да, их надо было отсекать. Вот если бы Ковальчук принял волевое решение, да, допустим, там, позвал там руководителя федерации, сказал, говорит, так, говорит, не вмешиваем, ну, каждого своя точка мнения гражданского по гражданской позиции, типа, ну, проявил, я даже в своем посте сказал, проявил бы жесткость, там, сказал, что типа не трогать, ребята должны готовиться, пускай кого хотят, того поддерживают, там, ну, как бы не на совещаниях, никаких совещаний там, касаемых там заставления подписывать чего-то, либо письма, тогда бы ситуация была бы другая. Люди бы видели, что за них начальник бьется. Он будет в любой ситуации за них, понимаете? И тогда люди бы немножко расслабились бы. Возможно, бы это дало бы какой-то кому-то прогресс в результате. Там, он бы не смог, ну, не было бы, допустим, той же долбанной ситуации, которая случилась с Кристиной Тимановской. Да? Вот заступи за нее тренер, да, все, не было бы больше, не было бы скандала. Даже вот в этой уже дошедшей до такой ситуации отсылки, спортсменкой, мог бы Моисеевич проявить характер, сказать, да пусть пробежит, ничего не будет, пробежит на свою дистанцию, потом спокойно сядет на самолет, полетит домой. Взял бы как мужик на себя ответственность, но беда вот в том, что у нас никто это не может делать. Они все приспособленцы, они все боятся, они все трясутся. Не пойми, чего боятся, выдумают проблемы, а потом эту самую проблему боятся. В этом беда, действительно беда. Нет руководителя, никакого такого грамотного, который действительно бы вел за собой людей, за которым бы люди хотели идти. В этом наша действительно большая проблема. Вот вы фактычна зараз ну перахапілі ў мяне ініцыятыву, потому что я, слухаючы вас, калі вы сказали, вот калі б Ковальчук, калі б трэнер, і у мяне нарадзілася пытанне, а ўвогуле вы можете назваць сярод не можа быць там вот трэнераў, а менавіта сярод чыноўнікаў міністэрства спорта, вот людзей, якія гатовыя рызыкнуць, гатовыя ўзяць на сябе адказнасць, гатовыя, як вы кажаце, як мужик стаць гарой за пад сваіх падначаленых, за спортсменов?
Ну, тренеров, которых уволили, ну, того же хоккейных тренеров наших с детской команды уволили, потом с «Локомотива» уволили. Там, ну, есть тренеры, ну, соответственно, с ними, естественно, никто не продлил контракт. Были ребята, которые сказали, там, нет, типа, я не буду заниматься такой ерундой. И как бы многие, в принципе, до сих пор как бы негласно поддерживают людей, как бы, но все равно при начальстве все равно вот эта боязнь заступиться за атлета, за там, спортсмена, сказать, что не трогайте ребят, пусть ребята тренируются, такого, к сожалению, нету. Есть какая-то грань, наверное, у каждого, где он заканчивается его характер. Вы сказали такую фразу, там, калі казалі, вот подписали ліст, я не знаю, там чого яны подписали, хаця знаю за пытанне. І вот мне цікава, а вот там сапраўды у спартсменаў такое вот ужо такое шыкоўнае, вот як вы кажаце, пытанне, што дзеля яго трэба там ісці супраць свайго сумлення, там не рызыкаваць, там страціць магчымасць прама паглядзець у вочы сваім напарнікам, сваім сябрам па камандзе. Таких независимых финансово людей у нас мало, действительно. Но это беда не только спорта, это беда вообще белорусского народа, что на заводе, что там на предприятиях, фабриках государственных. Люди держатся за ту мизерную зарплату, да, ну, казалось бы, там 400-500 рублей там на регионах, да, там $200, кажется, как выжить, да. А когда другого ничего нету, да, то вот он за нее и держится. То же самое в спорте. А еще плюс, ну, говорят, а что ты будешь делать без спорта? Там, у тебя там ни образования нет, у тебя там, пока ты, допустим, учишься, ты никому не нужен, а работу ты сейчас не найдешь, кризисы везде. Вот люди как бы терпят, думают, что хотя бы год-два продержаться, там может что изменится, может работу найду, как бы. Я называю для людей, наверное, приспособленцы. В принципе, как бы это беда не только спорта, это беда действительно нашего менталитета белорусского. Ну да, калі казаць, у прынцыпе, ну, можа быць, там пра большасць звычайных людзей, якія апроч дарогі там з дому на завод ці там з дома на поле калгаснае, там нічога не бачаць, але ж спартсмены гэта тыя людзі, якія паездзілі па свету, якія маюць сяброў сярод замежных калег спартсменаў, якія троху разбіраюцца ў сітуацыі, якія там чытаюць кнігі і чытаюць навіны. Вот няўжо для іх не мае значэння, што адбываецца ў краіне? Няўжо вот гэтую тэзу спорт па-за палітыкай ім так убілі, што яны нават гледзячы на тое, што адбываецца ў краіне, кажуць: не, там моя хата ў краі, з краю, я гэтым не цікаўлюся, там палітыка не маё, вот, ну і гэта вот працуе? На самом деле все не понимают, что и все не понимают, где добро, где зло. Просто у каждого вот степень свободы разная. Кто-то может открыто, допустим, как мы, говорить об этом, не боясь, и выносить это на обсуждение. А другие, может, с детства так приучили, может, тут индивидуально на самом деле. Сложно объединить их в одну группу, сказать, что вот эти вот просто слабохарактерные ничего не могут сделать. Как бы, да, возможно, там основная масса именно слабохарактерность у них такая, что, ну, что я могу сделать? Я же ничего не могу изменить. Как бы, тогда я лучше промолчу, посижу, как бы. Ну, собственно, проблема, я думаю, только в этом кроется. Каждый, ни у кого, собственно, никому не запрещает говорить. У вас сейчас возможностей высказаться хватает. В соцсети можешь свои высказаться, ну, там, в интервью дать какое-то и так далее. Если тебе это болит проблема, допустим, мне болит, я об этом говорю. А если ты можешь там терпеть, если тебе там как бы, что с твоими друзьями так поступает, или там, то, ну, значит, такой у тебя характер, такое у тебя воспитание. Вы можете от ўсё ж таки патлумачыць, чаму так лёгка, ну, тая, што вот тыя людзі, якія лічаць сябе уладай, тут зразумела, але вот людзі, якія звязаныя са спортам, там чыноўнікі ад спорта, так лёгка пазбаўляюцца ад з тых спартсменаў, якія выказалі там нейкую там вот сваю пазіцыю, сваю крытыку, сваю нязгоду. Вот колькі спартсменаў за пазіцыю раз выкінулі са зборнай, выжылі з краіны, не далі магчымасць працаваць і гэтак далей. Вот яны што, не думаюць пра будучыню спорта?
Я думаю, они действительно не то, что не думают, они не понимают всей сути ну, спорта, да сколько стоит труда вырастить этого человека, вырастить спортсмена, найти его, подготовить, вырастить, воспитать. И это, знаете, я думаю, проблема выходцев из СССР, из Советского Союза, да, там так людей не щадили, там привыкли, знаете, там пачкой выкинул, не жалко, как бы новые нарастут, как бы. Но новые у нас не нарастут. Ну, к сожалению, не тот ресурс уже людской, как раньше был. Поэтому и плюс вот это, опять же, боязнь сказать вышестоящему руководству, что ну да вы что, это же человек уникальный, это же нам медали принесет. Как его можно выбрасывать? Ну, пускай это его мнение там высказал. Что случится от того, что, допустим, высказала там Лена Левченко или Катя Снецова? И что произошло? Что, баскетбол развалился там, или федерация развалилась? Нет. Она сказала свою жизненную, ну, гражданскую позицию, но вышла на паркет и сыграла с командой отличную игру, там, когда она на отборе на чемпионате Европы была. Как говорится, это проблемы действительно искусственно создаются. Создаются, допустим, там, людьми, которые вышестоящими там, в каких-то органах, которые не понимают происходящего сути в спорте. Потому что у нас, допустим, в том же спорте начальство, все основное начальство, оно либо из силовых структур, ну, либо там из других, которые абсолютно отношения к спорту не имеют. Смотрите, опять же, тоже интервью Ковальчука, да? Он, кстати, очень интересно было показательно. Он написал, что у него ситуационная комната создана, да, там, с мониторами. Он контролирует процесс тренировки. То есть он свою предыдущую работу со службы безопасности перенес в спорт. Как бы это действие, которое для него привычно, ему удобно так работать. Он не пришел, допустим, там, понимаете, он не может там придумать, там, как развить, как поднять, как там какую-то там реформу провести. Он это не умеет, потому что его была работа, это именно там соблюдениями за людьми, наблюдениями за людьми, которые ходили в его круг подчинения, там, так далее, там, контроль, тогда соблюдение всех этих правил, у них там очень все жестко, допустим. Как бы, вот он, собственно, это все перенес в Министерство спорта, но более чуть в мягкой форме. Как бы здесь особо не прикажешь, как бы, но контроль, он контроль устроил, да. И я отдам должное ему, как бы даже похвалю его, то, что он знает имена спортсменов, то, что он, потому что бывали случаи, что даже на награждение приходишь, а как бы начальники не знают твоего имени и путают. Как бы тут да, я вижу по интервью, что он действительно следил за спортсменами. Но другое дело, что он же ничего им дать не может именно касательно спорта, как бы что-то, как бы, а вот этот лишний контроль, он только создает напряжение лишнее, и отсюда, как бы, он может и хочет сделать хорошее, но что-то хорошее, как бы там, а не может. Поэтому вот такая ситуация и происходит. Ну, зразумела, таму што калі ты хочаш нешта ў галіне зрабіць добрае, ты павінен у гэтай галіне разбірацца, быць з яе, так бы мовіць, плоці і крыві. Калі ты не прайшоў, не вырас у спорце, не прайшоў яго, як ты можаш нешта для спорта зрабіць. Калі ты не займаўся журналістыкай, як ты можаш быць рэдактарам, не нейкім там дырэктарам, а рэдактарам. Тое ж самае і ва ўсім іншым. Тут я з вами згодны. Ніка, дзякуй, Надзея, за смеласць і пазіцыю. Максим Фролов, Надзея, дзякуй вам. Ольга Пашка, Надзея, замечательная. Лена, Надзея, огромная вам павага. Я вярнуся да разбора палётаў, які зладзіў спартовым чыноўнікам Лукашенко, і там гучалі гэтыя там словы, як звычайна, як это ён любіць у сваім ключы. Не дай Бог, вот на наступных гульнях, крый Божа, калі вы тут не. Скажите, вот гэтымі пагрозамі і загадамі алімпійскія медалі заваёўваюцца? Што могуць зрабіць чыноўнікі? Абсолютно. Ну, это стиль уже у руководства Лукашенко, к нему, наверное, уже все привыкли, даже многие не обращают внимания. Как бы, да, это было, возможно, сделано для картинки телевизионной, что вот он отчитал чиновникам, типа вот.
С другой стороны, если ты их так отчитываешь, что там медали нет и подобное, то почему нет никаких там изменений, нет никаких улучшений в лучшую сторону, тем более это уже повторяется не один, я думаю, даже не десяток лет, не один, да? Как бы поэтому я на это не обращаю на самом деле внимания, потому что от этих слов ничего не меняется. Ковальчук лучше работать не станет, потому что у него нет знаний в этой области. Он может, там, допустим, попытаться заменить, собрать вокруг себя команду из каких-то там людей, разбирающихся хорошо в спорте, и дать им какой-то карт-бланш, чтобы они что-то могли сделать. Но, допустим, сам он сделать ничего не может предложить. У него просто нет понимания и знания спорта изнутри. Потому что одно дело там иметь 5 разрядов там, по каким-то другим, другое дело знать спорт высших достижений. Как это пройти до самого верха, да? Это надо знать спортивный маркетинг, менеджмент, как сейчас современный, как это все развивается, как это все устроено. Это надо иметь какую-то консультационную комиссию для того, чтобы научную, которая будет тебе рассказывать о современных методиках там, подготовки, восстановления. Там, это вести работу постоянно с какими-то там иностранными этими коллегами там, по поводу новых методик подготовки, тренировки. Там. А учитывая, что министерство у нас охватывает кучу видов спорта, это просто нереально. Поэтому слишком много функций на этом министерстве, оно на себя берет, которые она просто не может выполнить. Поэтому как бы эта ситуация, она останется это ровно такой же, какой бы ты начальник этого не садил, даже если посадит у вас нормального спортсмена, более-менее адекватного, как бы, тут ситуация не изменится сразу, потому что действительно нужна очень глубокая реформа, перераспределение ролей в подготовке команд, там, в ведении команд. Это работа не одного, двух, трех, даже 5 лет. Поэтому, а людей сейчас, которые это готовы сделать, у нас практически нету в Беларуси. Вы ўзгадалі канфлікт, які быў падчас апошняй алімпіяды і з нагоды сітуацыі з Ціманаўскай паміж нацыянальным алімпійскім камітэтам і міжнародным алімпійскім камітэтам. Ось здавалася б, сітуацыя неяк заглохла, сцішылася, забылася. Ціманаўская ўжо выступае ў Польшчы на спаборніцтвах, заваёўвае нейкія месцы. Зараз, праўда, паўза з-за ці траўмы, ці хваробы, не памятаю. Але так тихонечка спусціцца, сыдзе на тармазах гэты канфлікт паміж НАКам і МАКам, ці будуць нейкія наступствы? Обязательно будут последствия. Просто как есть поговорка, коней долго запрягает, да, потом там стягают очень сильно. Точно так же и Международный олимпийский комитет, потому что у них после Олимпиады много всего отчетов, там все работы, плюс там Олимпиада зимняя скоро будет, буквально в феврале 2022 года. И опять же там тоже проблема будет, она не будет, потому что Китай там очень жестко закрывается. Поэтому и плюс создали комиссию. Поэтому это нужно время. То, что они отреагируют, это будет по-любому. Они это не оставят. А вопрос только когда. Если там І предварительно... пытанне ўзроўня, то есть ці могуць памахаць пальчыкам, ці што, то есть в принципе, на ваш погляд, чым Нет, я думаю, что пальчиком уже здесь вряд ли поможет закончиться помаханием. Я думаю, что какие-то санкции будут применены. И, скорее всего, возможно, будет на какой-то срок лишения членства в Международном олимпийском комитете и как бы с требованием проведения там, наверное, переизбрания всего, там, обновить весь наш олимпийский комитет национальный, вплоть до того, что там не было тех людей, которые были причастны к этому всему. Но я думаю, там действительно комиссия, главное, что комиссия создана, и комиссия в любом случае какой-то вывод сделает. Когда она сделает и какой вывод, и что она будет рекомендовать, какое наказание она будет рекомендовать, и какую она там, допустим, карту будет рисовать по выходу, по решению этому, это мы узнаем, я думаю, может быть, ближе к Новому году. Но я думаю, что можно даже и быстрее. Но решение будет по-любому, потому что комиссия есть, и комиссия работает. Як вы думаете, ці магчыма такая сітуацыя, што
зборная афіцыйная зборная Беларусі вымушаная будзе на пэўных там іншых нейкіх спаборніцтвах выступаць пад нейтральным сцягам от з-за пэўных там спартовых санкцый. Ці другі варыянт, можа быць, нарэшце вось свабодныя спартсмены, якія вымушаныя былі там былі выкінутыя са зборнай, якія былі вымушаныя з'ехаць за мяжу, сабяруць сваю каманду і пад нейтральным сцягам, а можа і пад бел-чырвона-белым, будуць браць удзел сваей камандай. Что касается лишения флагов, не исключаю такую возможность. Если лишение будет статуса НОК как члена, я думаю, соответственно, дальше последует выступление как нейтральный атлет, как, глядя на Россию, да, вот эта сборная, особенно их, там, скорее всего, возможно такое будет решение. Но бюрократии там тоже хватает, там, поэтому пока непонятно, на самом деле. Нет такого... Во-первых, будем смотреть по решениям, которые они будут принимать, по выводам, которые они будут принимать. Уже по выводам комиссии будет понятно, в какую будет сторону идти наказание. Если там они заявят там, что тотальное нарушение, соответственно, значит, будет там какое-то там жесткое наказание. Что касается выступления спортсменов, которые там не хотят выступать под красно-зеленым, либо которых выдан режим, то, я насколько знаю, такая работа, такой запрос либо формируется, либо уже отправлен, я точно сейчас не скажу, и в МОК. И МОК будет уже рассматривать этот вопрос, типа, разрешать им под нейтральным флагом выступать, либо не разрешать. Тоже это будет зависеть от них. А вы як думаете, наколькі верагодна такое? Я думаю, что вполне вероятно. Есть большой шанс, что люди могут выступать под нейтральным флагом по индивидуальным заявкам. Ну і на завяршэнне нашай размовы я б хацеў пачуць ваш прагноз. Вот, гледзячы на тое, колькі, вот мы уже про это гаварылі не адзін раз, колькі спартсменаў былі за сваёй пазіцыі выкінуты са зборнай, колькі былі вымушаныя з'ехаць з краіны і зараз выступаюць там за іншыя краіны ці трэніруюць спартсменаў іншых краін. Вот ўсё гэта, ну і плюс тая атмасфера, тое вот все, што адбываецца ў краіне, як яно далей будзе адбівацца на спорце, якім будзе далей беларускі спорт? Вот это вот што будзе з беларускай спартовай машынай? Если ситуация сохранится как сейчас, если либо будет дальнейшее закручивание гаек, да, то постепенно будет деградация, будет разваливаться, рассыпаться. Я думаю, надо дождаться осени, посмотрим. Во-первых, я ожидаю, что будет большое такое сокращение команды национальной, там порежут там ставки эти из тех разговоров, которые идут. Поэтому это тоже ни к чему хорошему не придет, потому что резерв без финансов, если у человека нет денег, соответственно, человек будет закончить со спортом и планировать медали вообще уже будет как бы глупо, потому что дойти до... Тут дожить бы, как говорится, команду хотя бы собрать до поездки на какой-то счет мира, счет Европы. Поэтому посмотрим, на самом деле, как будет развиваться ситуация. Но она будет точно зависеть от ситуации, от жизни происходящей, от того уровня, как говорится, беспредела, всего это происходящего в стране. Это очень будет зависеть от этого. Потому что уже есть такое поползновение, что спортсмены понимают, что лучше не будет, и каждый начинает уже искать какой-то вариант в соседних странах, там, в Россию, там, в Украину, в Польшу, еще куда-нибудь, уже начинает пробивать. Тем более сейчас будет окно переходов, грубо говоря, после Олимпийских игр. Многие люди в этот год меняют гражданство, пытаются поменять гражданство. Поэтому вполне возможен такой отсюда немаленький отток людей, которые что-то могут завоевать. Соответственно, страны такое любят, когда у людей есть перспектива и берут с удовольствием. Ну да, усе суседзі карыстаюцца з гэтай сітуацыі. Хтосьці забірае да сябе лепшых спартсменаў, хтосьці студэнтаў у вузы, хтосьці іншых спецыялістаў. Дзякуй вялікім. Спадзяемся, што все мы вернемся і адродзім нашыя галіны. Все будет обязательно хорошо. Главное в это верить и быть всегда на позитиве. Будем стараться. Дзякуй вялікім. Надзея Удачи, Астапчук, Зміцер Лукашук. Слухайте і глядзіце нас.